я скажу о своем понимании, да, вот сейчас вот я закончу, вот, и просто поскольку половина не понимает, зачем мы сегодня собрались, да, я считаю, что почему-то эта тема всегда замалчивалась, да, ну, может быть, не специально, но как-то никто не считал это проблемой, вот, между тем, да, вот существует, вот сегодня я начала говорить о том, что я сегодня была на собрании, вот где собрались активисты якутского языка, и я поняла, что они не принимают во внимание вот этот пласт населения, да, особенно города Якутска, которые, скажем, такие входят в число сомневающихся. То есть они, собственно говоря, не против, да, ну как бы, чтобы говорилось по-якутски, там, да, чтобы где-то что-то там было по-якутски, да, но вместе с тем они ничего не делают для того, чтобы вот в ту сторону пойти, да. И этот, как бы, этот пласт, он с каждым годом все больше расширяется, да. И таких людей становится все больше, да. И поэтому возникают такие проблемы, как, например, то, что, наверное, вы слышали, вот на 203-м микрорайоне был такой, что типа абсолютно на вид якутские люди говорили о том, что дайте нам больше русских классов, мы хотим учиться в русских классах, а не в якутской школе, которая вот тут стоит такая красивая, замечательная, да, вот, и еще такое как бы лирическое отступление, да, я 1 сентября провела урок, такой урок, не знаю, как он называется, ФТЛ, это одна из наших самых лучших школ, да, и 20 детей сидит, все сахалар, и хорошо как бы знают язык, да, но в лучшем случае треть. У них ведется якутский язык, да, и когда я им говорю, как бы, вот, хотели ли бы вы учить язык, да, они в таком типа, а зачем? Вот. И это, на мой взгляд, симптоматично, да, потому что, причем, как бы, я тут немножко сумбурно, да, потому что мысли, на самом деле, вот не стройные. Мне бы хотелось, чтобы сегодня мы с вами поговорили, и как-то более или менее стало понятно, в каком направлении вообще думать, развиваться, да. Конечно, каждый, вот у Ольги есть очень хорошее выражение, свобода воли выбора священна. Каждый выбирает сам, на каком языке ему говорить, на каком думать, там, то-сюда. Но вместе с тем, да, как бы необходимо понимать, что мы, собственно говоря, внешне-то мы не русские, как бы, да, и все равно вот дети, допустим, я говорю, вот вы куда-то поедете, да, как бы у вас спросят, ты кто по национальности? Он скажет, якут. А ты знаешь свой язык? И что вот вы на это скажете, как бы, это же довольно странно. Вот. Причем, как бы, да, поскольку я сама в этой позиции, да, то есть, как бы, я человек, который не очень хорошо знает родной язык, да, я бы хотела, чтобы эта деликатная тема, да, она была не вот таким буром, да, типа обязан ты, Максим, ты обязан знать свой язык, да, не вот так, а вот а каким образом, да, вот об этом хотелось бы сегодня поговорить. Как сделать так, чтобы люди захотели, чтобы им было интересно. Особенно подрастающее поколение. Но мне кажется, поколение постарше тоже не надо снимать со счетов, да. То есть, как бы, есть люди, которые, в принципе, хотели бы знать язык лучше, но они почему-то абсолютно уверены, что это невозможно, да. Вот, и для этого у нас есть вот такие приложения, как Сахалы, да, другие возможности, просто о них мало кто знает. И вот что надо сделать для того, чтобы вот этот вот пласт, который болтается посередине, он куда-то сдвинулся, и желательно он сдвинулся в ту сторону, которая вот ведет к знанию родного языка. Вот на этом